сюда она складывалась, закреплялась. И вот, значит, пленка заканчивалась, включался второй пост, и кино как бы продолжалось. О том, как когда-то проходили большие показы, работники кинотеатра «Мир» вспоминают с трепетом и даже грустью. С появлением проектора часть фильмов, например, военных, до последнего времени все равно демонстрировалась на пленке. И сейчас, несмотря на солидный возраст, все в рабочем состоянии. Для хранителей кино это не только особая атмосфера, но и целая эпоха, с которой трудно расставаться. Здесь помнят и подъем во второй половине 20 века, и резкий спад в годы перестройки. Многие дети, они даже не видели вообще всю эту киноаппаратуру, вот эти кинопроекторы «Украина», с которыми мы выезжали на фермы, в лесопункты. Раньше же было очень много киноустановок, когда наше кино очень ценилось. Вот. И после того, что как бы вот это все рухнуло, период, он, конечно, практически уничтожил все это. Для установки нового оборудования старое придется демонтировать. Но работники надеются сохранить хотя бы один пост, а рядом с ним открыть небольшой музей о том, как кино на селе жило раньше. В этом году «Миру» исполняется 55 лет. Сотрудники признаются, предстоящий ремонт – лучший подарок. Пока на будущую киноустановку намекает только новое проекционное окно. А для цифрового проектора здесь уже освободили место. Вместо 3 старых аппаратов здесь появится один современный. 5 миллионов потратят на покупку кресел и полное переоборудование. Жителям Визинги наконец-то станут доступны самые свежие киноновинки, в том числе в формате 3D. Еще около полумиллиона уйдет на ремонт потолка, стен и замену электропроводки. Со дня на день начнется аукцион на проведение работ. Накануне кинотеатр посетил инженер из Санкт-Петербурга, который дал необходимые рекомендации. К слову, современная техника здесь людей не заменит. Сокращений не предвидится. Рабочие места не сократятся. Нам, в принципе, нужен будет специалист, который будет работать, хорошо владеть компьютером. Потому что вся система цифрового кино будет работать на компьютере. С появлением цифрового кино количество посетителей должно увеличиться. Сейчас в год их порядка 11 тысяч человек, и большая часть – дети. В центре Визинги 5 дошкольных учреждений и Визинская среднеобразовательная школа. И поэтому все, как говорится, воспитанники, все учащиеся являются посетителями кинотеатра «Мир». Здесь проводятся различные мероприятия, кинопрограммы, действуют киноклубы, такие как «Подросток и закон». Кинотеатр «Мир» заявку на участие в федеральном конкурсе подавал трижды, и все это время учреждению отказывали по разным причинам. Инициативу участия в 4-м конкурсе взял на себя региональный Минкульт при поддержке главы Коми. Конечно, мы хотим, чтобы везде так было. И, конечно, в большей степени хотим насытить сельские территории, удаленные территории, потому что там, чтобы не было вот этого, знаете, в состоянии оторванности, как будто вот нас бросили, нами не занимаются. Я как глава отвечаю за каждое свое слово и говорю, чтобы вот этого ни у кого никогда не возникало. Любая проблема, любой вопрос, любая тема, которая только будет возникать, она будет решаться, неважно, где человек живет, как бы сложно нам не было. Другой вопрос, будем предлагать, конечно, механизмы, будем предлагать, конечно, определенные варианты решения той или иной задачи, но опять же человек должен сам выбрать, насколько это для него важно. Всего в стране финансирование получили 202 кинозала в городах с населением до 500 тысяч жителей. В Коми финансовую поддержку также получат кинотеатр «Современник» в Жешерте, клубно-спортивный комплекс в Буктыле и ДК в Обьячево. Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал «Юрган», Сысольский район.